часов, а в 6 часов закрытие нашего форума, так что нам надо успеть минут до 45-50 уложиться, провести пленарное заседание. Так, уважаемые коллеги, у вас, сегодня мы рассматриваем два вопроса на пленарном заседании. Первый вопрос – это национальная программа развития Дальнего Востока и ускорение экономического роста Республики Саха-Якутия. Информацию предоставит нам заместитель министра экономики Республики Василий Романович Висяцкин, он уже здесь с нами. Ну и второй вопрос у нас о принятии обращений к общественности Республики об оказании помощи пострадавшим от паводка в Иркутской области. Нас проинформирует член Общественной палаты Российской Федерации, заместитель председателя Общественной палаты Иркутской области Светлана Валентиновна Уралова. Она тоже сегодня здесь с нами. У кого-то есть какие-то замечания, предложения по повестке нашего пленарного заседания? Нет. Утверждаем. Ну тогда давайте приступим к рассмотрению первого вопроса. Пожалуйста, слово Василию Романовичу. Можно. Он все равно, чтобы вас было видно. Хорошо. Уважаемые члены Общественной палаты, значит, сейчас, в настоящее время, как вы знаете, мы находимся на таком большом этапе, то есть в начале пути, когда разрабатывается несколько больших глобальных программных документов. Это и передача, значит, вопросов развития Арктики Министерству Дальнего Востока, они поменяли свое наименование, да? Значит, Минвосток усилил свое влияние, получается, со своим заместителем председателя правительства Юрием Петровичем Кузьминым. Это и усиление, значит, особых преференциальных режимов и для ускоренного развития Дальнего Востока. И вот сегодня мы обсуждаем вопрос разработки национальной программы развития Дальнего Востока до 2025 года с перспективой до 2035 года. Окунаясь в историю данного вопроса, в целом надо отметить, что приоритетность развития Дальнего Востока ставилась не первый год. В свое время до сих пор была принята, до сих пор действует программа развития Дальнего Востока и Байкальского региона, но ее фактическое исполнение оставляет желать лучшего. Там практически 1/3 мероприятий только было исполнено, да, и Минвосток вот с момента своего учреждения он постоянно вот, значит, планомерно двигал вопрос, значит, отдельного большого программного документа на федеральном уровне. И на сегодня, значит, это вылилось, значит, в проект национальной программы развития Дальнего Востока, которая должна дополнить майский указ. Да, мы знаем, что майский указ, несмотря на его, значит, обширность, он не охватывает все сферы деятельности, он не охватывает инфраструктуру, которая нам очень нужна. Он должен дополнить, получается, не только майский указ, но и долгосрочные отраслевые планы федеральных ведомств. Он должен дополнить стратегические планы развития крупных компаний, которые действуют и работают на Дальнем Востоке. И, как вы знаете, к подготовке предложений нашей программы при вашей инициативе было, значит, привлечено население республики. На сайте DV2025 зарегистрировано более 3000 предложений жителей Якутии. И наиболее, значит, рейтинговые, часто повторяющиеся или насущные предложения были учтены в своде предложений, которые мы направили в Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики. Наша программа делится на два этапа. У меня, в принципе, вот слайды, да, то есть для вашего визуального восприятия было бы лучше, но здесь не подключено. То есть это больше для меня, ну, как удобнее, да, можете меня слушать, можете чуть-чуть сюда смотреть. План разделен на два блока, да, это экономический блок и социальный блок. Экономический блок, значит, он ставит себе целью разработку и реализацию мер экономического стимулирования, чтобы темпы роста регионов Дальнего Востока составляли не менее 6% в год. Что значит 6% темп роста экономики? Это значит, на самом деле, очень много. Средний темп роста мировой экономики это 3-3,5%. Якутия в прошлом году показала рост 5%, да, экономики, в основном за счет реализации и выхода на проектные мощности промышленных объектов. А Россия показала 1,5% в прошлом году, допустим, роста. А от нас сейчас требует 6%. То есть мы должны понимать вот всю такую вот амбициозность задач, которые поставлены перед регионами Дальнего Востока. И,
соответственно, что требуется для этих 6%? Для этих 6% требуется облегченные преференциальные режимы для реализации не только крупных, но и средних и вообще малых инвестиционных проектов, которые связаны с малым и средним предпринимательством. Вот именно такие мероприятия и предлагаются сейчас в проекте национальной программы. Что хочется еще отметить, да, вот здесь вот на данном слайде вы видите, что структура валового регионального продукта до 2025 года у нас существенно не изменится, но мы ожидаем, что все-таки от сектора малого и среднего предпринимательства, сектор перерабатывающих производств, а также сектор вот, агропромышленного комплекса, они пусть и незначительно, но возрастут, потому что у нас промышленность растет, в прошлом году только она на 8,5% выросла, да? То есть одновременно с ростом промышленности у нас должны расти и другие секторы. То есть таким образом мы прогнозируем, что доля промышленности в целом она хоть и несущественно, но примерно на 2,5% снизится. Да? Вместе с тем вырастут вот сектора, которые я перечислил. Обеспечение среднегодового роста ВРП до 2025 года зависит, как я отметил, от показателей не только промышленных компаний. Да? В целевом варианте обрабатывающий сектор он будет более существенным фактором промышленного роста, который будет, значит, какие-то проекты. На сегодня, значит, прорабатываются, пусть и небольшие проекты, это переработка пищевой продукции, пищевая промышленность. Мы выходим на 1-2 проекта по лесопереработке в Алданском районе пока что, да. Предполагается рост малого бизнеса в торговле, строительстве, сервисных производствах, на аграрном секторе, туристическом бизнесе и предоставлении услуг. Надо понимать, что наши проекты должны подстегнуть еще и вот наш так называемый СПРОМ, да, потому что очень большой объем у нас должен пойти на строительство жилья, как мы знаем, 65 миллиардов из федерального бюджета. Но это на самом деле не квазифедеральный бюджет, это фонд реформирования ЖКХ. Но тем не менее это не наши деньги, это деньги, которые приходят к нам в экономику извне. Да? И, значит, на дороге у нас тоже порядка 35 миллиардов рублей, да, то есть это тоже деньги в экономику, это инвестиции, можно так сказать. Ну и также надо отметить и другие меры, которые в наших проектах, вот все наши проекты должны нас подтолкнуть наш средний бизнес, возможно, и появление новых игроков, да, которые будут, если не реализовывать вот эти огромные подряды, да, на строительство вот этих миллионов квадратных метров, но хотя бы это будут сервисные производства, которые дают рабочие места для наших жителей. Среди наиболее крупных инфраструктурных проектов, которые предложены к включению в проект нашей программы, можно выделить в первую очередь, конечно же, это Ленский мост. На сегодня идет дальнейшее подобие аналитического центра при правительстве, которые отбирают эти проекты для включения в одну из ячеек Майского указа. Там есть комплексный план модернизации инфраструктуры. И вот туда, чтобы войти, нужно пройти такое сито, да, чтобы доказать, что тот или иной объект, он сыграет прям ключевую роль не только в экономике, но и вообще в качестве жизни жителей. Вот. Этот проект у нас планомерно двигается, можно сказать, что успехи есть. Вот получение одобрения Минэкономразвития России — это очень большой шаг, которого, грубо говоря, мы сколько лет добивались. Да. Вот. И еще, говоря о других инфраструктурных проектах, то это вторая очередь ЕГРЭС-2, потому что с выбыванием мощностей ЕГРЭС, первый ЕГРЭС, у нас, значит, встает вопрос опережающего обеспечения электроэнергией в центральной зоне и надежности. Да? То есть мы знаем, что вот в первую очередь ЕГРЭС-2 она введена. Были, конечно, сперва некоторые шероховатости, мы все были свидетелями там ряда отключений, но тем не менее, видите, сейчас уже вошло в рабочую фазу. И сейчас нам надо доказать вторую очередь ЕГРЭС, потому что у нас с расширением Торкангаласа, со строительством Жатайской судоверфи, да, с развитием других производств смежных в Центральной Якутии у нас возрастет энергопотребление. Поэтому на перспективу вторую очередь нам тоже нужно включить в нашу программу Дальнего Востока. Мы также предлагаем включить туда 10 аэропортовых комплексов, те комплексы, которые не вошли на сегодня в
число тех аэропортов, которые включены уже в комплексный план модернизации. Это в основном аэропортовые комплексы на севере, потому что у них, как считает федеральный центр, низкая рентабельность, да, но северные аэропорты не могут быть рентабельными априори. То есть они нам больше нужны для транспортной мобильности населения. Также мы ставим вопрос включения морпорта Тикси, потому что его тоже надо смотреть на перспективу, как один из портов Северного-Морского пути и как перевалочный пункт транзитных грузов. И на сегодня у нас один из самых таких горящих объектов — это кусочек газопровода, магистрального газопровода, который идет в город Якутск. Это объект называется КСУСР, 84 километр. Уже несколько лет мы этот объект тоже пытаемся включить в федеральные программы, но опять дело ударяется в экономику и так далее. Но на сегодня, понимая, что износ вот этого магистрального газопровода, он очень существенный, и для того, чтобы обеспечить надежное газоснабжение, а это по сути и электроснабжение, да, центральной Якутии, мы должны включить этот объект. Так, я перечислил основные объекты, которые мы хотим включить. Теперь про поддержку, значит, обрабатывающих производств. Да. Здесь предусматривается ряд мер по компенсации затрат на развитие производства, по компенсации затрат, связанных с оплатой фактически потребленной электроэнергии. Для поддержки малого и среднего предпринимательства, значит, нами были предложены ряд преференций, в том числе на уплату НДС для юрлиц и индивидуальных предпринимателей, которые зарегистрированы и работают на территории Дальнего Востока. Также предложено расширить программу субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в обеспечении социально значимыми продовольственными товарами арктических регионов. Вот здесь у нас идет немножко наложение, потому что параллельно у нас сейчас разрабатывается на федеральном уровне стратегия развития арктической зоны Российской Федерации. Будет отдельная новая госпрограмма, посвященная Арктике на уровне федерации. Да? И Минвосток рассматривает ряд льгот для Арктики в целом. Да? Ну, как мы знаем, Арктика — это половина территории Якутии. То есть, получается, и по Дальнему Востоку прорабатываются вот эти преференции налоговые, неналоговые, и на арктическом, значит, в арктической зоне тоже прорабатывается ряд преференций. Поэтому здесь, я надеюсь, у нас будет, ну, в любом случае какая-то сподвижка. Вот. Также для стимулирования несырьевого и энергетического экспорта, значит, есть ряд предложений тоже по установлению налоговых преференций для предприятий, которые занимаются переработкой. Да? Это может быть любая переработка. Ну, для нас это переработка, как я отметил, это сельхозпродукция, это древесина, алмазы переработка, то есть это производство бриллиантов. Так, теперь касаемо социального раздела нашей программы. Основной целью и идеей социального раздела является доведение параметров качества жизни до выше среднероссийских. Да? То есть кто-то говорит до среднероссийских, что уже на самом деле огромное достижение, а у них формально звучит выше среднероссийских. И тут надо подчеркнуть так, да, что мы, конечно, лидеры там, по естественному приросту населения, занимаем 8-е место в стране. Мы одни из лидеров по уровню рождаемости. Суммарный коэффициент рождаемости у нас почти 1,2, то есть он измеряется 1,9, да, прошу прощения. А в майском указе, заметьте, целевой показатель 1,7, то есть мы как регион уже перевыполнили, казалось бы, этот показатель, но перед нами ставят еще более задачи амбициозные. 2,3% мы должны сделать. То есть здесь мы немножко в трудной ситуации. Почему? Потому что не можем мы постоянно показывать такие высокие темпы роста рождаемости. Дело в том, что у нас сейчас пошло поколение вот как раз той демографической ямы, да, и снижается количество женщин фертильного возраста, оно идет на спад. Соответственно, и рождаемость будет снижаться. Но тем не менее, задачи, вот как я озвучил, поставлены, и, соответственно, мы все равно должны прикладывать максимум усилий для того, чтобы поддерживать этот уровень рождаемости. И вы знаете, в прошлом году был принят указ главы, да, о стимулировании рождаемости. Там предусмотрены региональные виды доплат
Это не только доплата, региональная доплата к материнскому капиталу, но и единоразовая выплата, а также выплаты в размере МРОД до достижения ребенком 3 лет. Другие регионы, допустим, вот таких мер себе позволить не могут, да, у них бюджет не позволяет, но у нас политика такая, что мы должны поддерживать эту рождаемость. Вот, теперь касаемо образования, да, здесь мы отстаем от среднероссийских, во-первых, ветхостью своего основного фонда. У нас доля школ, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта, составляет, вы не поверите своим ушам, ну, почти 40%. Да? То есть у нас 55 школ аварийных, 8 зданий уничтожены пожаром, а в капитальном ремонте нуждаются 202 школы. То есть здесь очень большая у нас потребность, но тем не менее мы должны ее решать, несмотря на то, что мы строим год и вводим порядка 10 школ. Видите, проблема очень острая. На протяжении многих лет, да, мы это делаем. Там и строящиеся регионы, там мы вот. И тут надо понять, что по России, допустим, этот уровень почти 17%, по Дальнему Востоку 25%, вот у нас 40%. Вот поэтому мы ставим одним из основных задач, это ликвидация ветхих и аварийных школ на данной программе. Да? Теперь, что касается здравоохранения. Здесь у нас надо говорить о продолжительности жизни. У нас ожидаемая продолжительность жизни мы занимаем первое место на Дальнем Востоке, это 72 года. Но тем не менее мы все равно ставим вопрос, значит, по майскому указу, сейчас сразу сделаю оговорку, да, у нас показатели лучше в среднем по стране по болезням, вот, по тем же онкологическим, да, по кровообращению. Численность на 100 тысяч населения, ну, меньше, да, заболевших. Но вместе с тем мы же знаем, что это две основные причины смертности нашего населения. Поэтому вот и продолжаем настаивать, чтобы строились у нас такие крупные центры, которые, образно говоря, напичканы лучшим оборудованием медицинским, которые позволяли бы у нас лечить на ранних стадиях те же онкологические заболевания. Да? И надо отметить, что успехи у нас есть. В марте этого года Трутнев на заседании одной из подкомиссий по развитию Дальнего Востока, он все-таки согласовал включение кардиологического диспансера в городе Якутске в нацпроект. Да? В один из федеральных проектов нацпроект. Поэтому, значит, этот объект у нас будет строиться за федеральные средства. И надо сказать, что теперь мы бьемся за онкоцентр. Да? По физической культуре и спорту. Значит, надо сказать, что у нас показатели не самые плохие, но вместе с тем это не только ветхость спортзалов, это и доступ граждан к местам, значит, занятий спортом. Здесь у нас есть несколько таких разбивок, потому что спортом можно заниматься не только сооружая коробки вот эти, да, и есть несколько предложений, допустим, создать какие-то общественные зоны занятий спортом, либо популяризировать даже просто, даже вот мы на голову выше других регионов своими предложениями по популяризации здорового образа жизни. Другие регионы, они вот сильно на эту тему не прорабатывали. Вот. Но тем не менее мы опять-таки там ставим вопросы в проекте нацпрограммы ликвидация ветхих аварийных спортзалов. И у нас принцип, чтобы каждый, значит, житель имел доступ к спортивному объекту. Вот. У нас сейчас по статистике порядка каждого третьего занимающегося систематически спортом. Но это статистические методы. Да. Для нас, как региона, по майскому указу поставлена задача, чтобы это был каждый второй житель занимался систематически спортом. Вот. И здесь мы действуем по принципу максимального охвата людей. То есть мы не можем строить везде спортзалы, потому что у нас, как вы понимаете, ограниченность все равно бюджета. Да? Мы строим там, где большее количество населения нуждается в этом. Допустим, у нас это три крупных объекта: спортивный комплекс с универсальным залом и плавательным бассейном в Нижнем Бестяхе, спортивный зал в селе Антоновка Нюрбинского района и плавательный бассейн в поселке Жакай. То есть вот эти три объекта уже идет сооружение, можно сказать. Да? По культуре надо отметить, что здесь у нас ставят также вопрос капитального
капитального ремонта и обновления материально-технической базы, а также создание сети кинозалов в малых населенных пунктах. Как я отметил, также мы являемся лидером по объему ввода жилья в Дальневосточном федеральном округе. Ну, тут тоже хоть и лидеры, но тем не менее задачи перед нами стоят очень большие, потому что у нас объем ветхого и аварийного жилья один из самых высоких в стране. Да? Поэтому нам и выделяют такое большое количество средств для того, чтобы решить эту проблему. По транспортной доступности, да, если так говорить чисто о потребности, то нам требуется строительство 7,5 тысяч региональных автодорог. Вот. Но надо понимать, что по тому же нацпроекту нам выделяют деньги на 1100 километров региональных автодорог. То есть прецедентные на самом деле объемы, которые мы должны освоить, наши предприятия должны освоить. А тут мы ведем речь о 7,5 тысячах региональных дорог. Но, тем не менее, как мы знаем, это очень капиталоемкое, потому что по федеральному нормативу, допустим, километр автодороги стоит 14 миллионов. В условиях нашего севера он удорожается почти до два раза. Соответственно, тут уже будет зависеть от нашего софинансирования, нашего бюджета. Если мы у себя найдем эти колоссальные средства, то эти дороги будут строиться. То есть, видите, как федералы готовы выделить, но зная нашу очень большую капиталоемкость, они не могут взять на себя вот эти все 1000 километров автодорог. И понимая, что на севере просто дорог не может быть в принципе, мы ставим вопрос субсидирования внутри региональной авиации. Да? Межрегиональная она уже есть, программы расширяются, многие из вас, наверное, пользовались, да, вот полетов в центральную часть России. Но внутри регионально она у нас выпадает. Мы своими силами выделяем из бюджета порядка 350 миллионов в год, да, на поддержание, значит, мобильности наших граждан внутри региона. То есть это с какого-то районного центра до города Якутска, либо с отдаленного поселка до районного центра. Это все у нас субсидируется. Но надо признать, что 11,5 тысяч человек, которые пользуются этой программой внутри региона, это очень мало. У нас потребность может достигать 400 тысяч человек в год. То есть, и мы ставим вопрос на федеральном уровне, чтобы обнулить те же аэропортовые сборы. Да? У нас вот действует ПКП аэропорты Севера. Сейчас вот мы должны до 10 июля направить им потребность ПКП аэропорты Севера, чтобы, допустим, федеральный бюджет им компенсировал эти расходы, а для жителей стоимость билетов эти расходы не закладывали. Как-то вот такие вещи, да, получается, мы сейчас ставим. Ну и напоследок хочу отметить, что перед нами стоят очень ответственные задачи до Восточного экономического форума. По поручению Юрия Петровича Трутнева Арсену Сергеевичу он лично поручил, значит, возглавить работу по презентации программы Дальнего Востока на Восточном экономическом форуме и подготовить доклад Президиума Государственного совета, который тогда там пройдет вот, с участием президента, да, страны. Поэтому Арсений Сергеевич возглавил эту рабочую группу. Буквально вот несколько дней назад утвержден состав этой рабочей группы. Туда входят ряд руководителей высшего звена, представители регионов, федеральных крупных компаний. Утверждены составы рабочих групп, 5 рабочих подгрупп создано, да, это ускорение темпов экономического роста. Тут у нас руководитель, заместитель министра Минвостока Крутиков Александр Викторович. По подгруппе развития магистральной инфраструктуры и транспортной доступности у нас руководителем определен глава Республики Бурятия Алексей Самбуевич Цыденов. По социальному блоку здравоохранения и демография, да, условия создания благоприятных условий для рождения, руководителем назначен замминистра здравоохранения Российской Федерации Салагай Олег Олегович. Вопросы, значит, образования, науки, культуры и спорта возложены на министра просвещения Российской Федерации Николаева Андрея Викторовича, замминистра, прошу прощения. И вопросы строительства жилья, формирования комфортной городской среды возложены на замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Гордеева Юрия Сергеевича. Все эти подгруппы утверждены, и в соответствии вот с планом работы уже 19 июля все эти подгруппы должны ввести предложение, получается,
главе нашему, да, то есть наш глава это центральное звено в данной работе. И 15 августа уже мы должны, получается, представить в управление Госсовета окончательный проект нацпрограммы, окончательный проект доклада Президиума Государственного Совета для того, чтобы его презентовать Владимиру Владимировичу Путину и поставить перед ним какие-то такие уже постановочные решения, которые он должен поддержать, либо, ну, сказать, проработать. У меня все. Спасибо. Так, вопросы, пожалуйста, к Василию Романовичу. Будут? Так, у меня вопрос, да, вот, Василий Романович, мы были на форуме сообщества Общественной палаты России в Улан-Удэ, и там тоже была презентация национальной программы вот, развития Дальнего Востока, вот, и там все-таки нормативы, да, вот, например, до 1000 человек населения, вот, в населенном пункте, да, там только фельдшерский пункт. Ага. Вот, и это как-то перекликается с пресловутым постановлением номер 202, которое недавно было отменено, да, вот, по решению Илдархана Республики вот, Арсения Сергеевича Николаева. Вот, как сейчас продолжается работа по снижению этих федеральных нормативов? Потому что там представитель Минвостокразвития говорил, что для Дальнего Востока планируется снизить норматив до 500 человек. То есть свыше 500 уже можно будет сохранить участковую больницу. Есть несколько вариантов решений, у каждого свой вариант, каждый регион что-то предлагает свое, но мы здесь действуем через, так сказать, оптическую модель медицины. Да? Для того, чтобы сохранить, мы, во-первых, говорим, что у нас в труднодоступных населенных пунктах все нормативы, они не должны работать. Да, потому что у нас на всю Арктику 5 хирургов, допустим, по нормативам. Так же не может быть вообще. Вот, мы пытаемся доказывать это таким образом. И для того, чтобы оптическая модель медицины, мы видим ее так. У нас свои особенности, в отличие от других регионов, даже Дальнего Востока. Наличие там обширного флота санавиации, постоянная готовность мобильных каких-то бригад должна быть. Должна быть, значит, они действительно должны быть мобильными. И мы ставим вопрос, во-первых, усилить эту работу, да? Во-вторых, там чуть ли не нужно авиаплощадки приводить, соответственно, их у нас порядка 130 единиц, в Арктике 130, по Якутии еще больше. То есть, их надо же тоже приводить, соответственно. Это хоть и площадки, но их надо там чистить раз в год как минимум, да? Мы ставим такой вопрос: приведение в соответствие авиаплощадок. Это тоже требует нескольких миллиардов рублей. Вот. И, значит, вопрос развития телемедицины. То есть мы хотим, чтобы в режиме врач-врач все-таки шла более высококвалифицированная консультация на местах. Еще есть вопрос? Василий Романович, ну вот я уже в течение года этот вопрос перед вами ставлю. Каким-то образом просматривалось ли вот при ваших работах вопрос по устойчивому развитию Туманной Сибири, севера и Дальнего Востока? Вот хоть одним словом где-то они там об этом упоминали или нет? Я скажу так, да, что вот у нас же принято пока, но не принято, естественно, мы несколько раз обсуждали, в том числе с вами, да, проект развития Арктики, да, арктической зоны. Там вот эти вопросы все освещены, да, то есть это и сохранение, и дать возможность, значит, заниматься традиционным трудопользованием, это и вопросы, значит, дать возможность развиться предпринимательству, да, вот в этих направлениях деятельности. Эти вопросы есть, но в нацпрограмме Дальнего Востока именно коренные малочисленные народы Севера, они вот так вот отдельно не выделяются. Вот. Хотя мы на самом деле должны все понимать, что на Дальнем Востоке живет очень большое количество даже вот национальностей, да, коренных малочисленных народов Севера. Вот. Но для нас они в основном, вот мы связываем ее со своей арктической стратегией. Это республика наша. А речь идет об целой дальневосточной программе. Я возьму этот вопрос на заметку, как раз может быть, этот вопрос надо отдельно как-то прописать, потому что действительно там вопрос не только в Якутии, он и в Бурятии, и в Приморье даже есть, Хабаровский край,
везде есть коренные малочисленные народы севера. Вот еще один вопрос. Да. Дина Ивановна. Василий Иванович, Дина Ивановна Шугряд, представитель движения «Трезвая Якутия». Вот, являясь членом общественного совета при Министерстве здравоохранения, мы видим очевидную корреляцию, значит, здорового образа жизни со всеми заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистыми и так далее. Ну, неоднократно как специалисты здравоохранения отмечают, что есть такая, допустим, заболевание туберкулезом, точка, уже которая идет, после которой невозможно управлять. Там, где люди ведут социальный образ жизни, вот эту вот как бы ситуацию с туберкулезом невозможно, значит, менять. И неоднократно как бы мы это рассматриваем. Вот когда мы видим, что в нашей республике создается определенная государственная структура, вот именно по пропаганде трезвого здорового образа жизни, начиная с Валентины Ивановны Кирилловны, когда мы видим лучшие результаты, да, Валентина Ивановна? Видим лучшие результаты вот по достижению тех вот первых показателей населения идет здоровый образ жизни. Сегодня сказали, что у нас даже количество социальных проектов, которые подаются на грант Российской Федерации, связано со здоровым образом жизни. Если мы хотим реально повлиять вот на ситуацию, и у нас сроки того же поджимают, на те же сердечно-сосудистые заболевания, на смертность от внешних причин, существует только два направления. Сохранение, максимальное сохранение детской трезвости, потому что туда не так уж и много вложений нужно. Ну и, соответственно, что-то нужно делать с тем, кто сначала употребляет культурно, а потом как бы уже и мы поймать не можем. Поэтому вот направление сохранения детской трезвости и создание специализированных структур. Вот мы уже практически на подходе. У вас предложение или Да, предложение, значит, ну как бы усилить это направление, потому что если мы хотим достигнуть этих результатов, Хорошо. воспользоваться опытом, начиная вот с департамента по охране генофонда. Спасибо. Так, Николай Андреевич, еще Ага, у меня вопрос, вкратце. В этом году на отчете Министерства экономики Республики Саха-Якутия было доложено, что валовый региональный продукт превысил впервые 1 триллион рублей. Да? Вот. Если проанализировать, то бюджет республики составляет порядка 200 миллиардов рублей, около 20% от валового регионального продукта. А если, например, посмотреть цифры начала 2000-х, в 2008 году валовый региональный продукт составлял около 300 миллиардов рублей, а бюджет республики составлял 80, то есть около 30% было. А сейчас 20%. То есть вы вот анализируете вот в будущем, когда вот, например, все эти промышленные объекты ведутся, не будет ли дальнейшего снижения вот уровня бюджета республики по отношению к валовому региональному продукту. То есть никакой вот прибыли для бюджета от ввода этих промышленных объектов, я со своей стороны, но как в относительном выражении, да, в относительном. В абсолютном, конечно, все растет, но в относительном не видно. Ну, тогда вот отвечу так, да, что вот это, конечно, оперирование цифрами, оно на первый взгляд, конечно, складывается впечатление, что не дает эффекта. Но если проанализировать, из чего складывается наш бюджет, в первую очередь это промышленность. То есть, конечно, эти данные, они, может быть, не афишируются везде, но это так, да. Большая часть это у нас вклад промышленных компаний. И, конечно, реализация новых инвестиционных проектов, она только должна увеличивать не только валовый региональный продукт, но и налоговые поступления в любом случае. Так, еще есть вопрос? Но у меня вопрос, ну, он связан тоже с участием на гражданском форуме в Улан-Удэ. Там было озвучено, что общественная палата в реализации вот этой программы, начиная от сбора предложений, должна сыграть тоже определенную роль. Как вы это вообще участие общественной палаты рассматриваете? Вот у нас в регионе. Ну, при реализации майских указов вы играете особую роль, да, то есть такой общественный контроль и так далее. То есть примерно таким вот образом и сыграть, то есть осуществлять мониторинг, общаться с населением, да, то есть вы, являясь глазом общественности Якутии, должны сигнализировать где-то о каких-то, может быть, перекосах, как это было у нас вот при в некоторых отраслях при зарплате, да, когда зарплата повышалась, а где-то у нас оказывается какая-то категория, узкая категория, она страдала от этого. То есть вот я вижу роль общественной палаты вот в таком, импульсы подавать, все ли в порядке реализуется, где проблемы может быть где-то слишком густо, а где-то наоборот пусто. А вот окончательный проект национальной программы будет ли вынесен на общественное обсуждение? Я думаю, что Минвосток развития уже не будет, потому что
проект нацпрограммы, он уже прошел все стадии общественного обсуждения, да, он внесен в правительство Российской Федерации. Сейчас вот его кардинально менять все равно не будут. Сейчас идет шлифовка, так сказать, уточнение всех сумм, так сказать, потому что емкие программы, они разрабатываются долго. За это время уже там меняется ситуация, поэтому надо уточнять. Да? Ну, понятно. Валентина, можно пару слов, да? Нам осталось всего 10, где-то 15 минут, так что учитывайте. Я буквально пару вот. Так, Василий Романович, ну вот, начиная с Южно-Сахалинского форума, я эту проблему поднимаю, да? И все-таки вот сейчас я побывала в Благовещенске буквально на днях, и, значит, пришла к еще большему убеждению. Дело в том, что Благовещенск показал очень большую активизацию населения, людей при решении вопросов, потому что на ту конференцию съехалось и только из республики Саха порядка около 30, не только ученых, а съехались просто общественники приехали. А такой район, как Тугира-Чумиканский, Хабаровск, и люди ехали на свои деньги. Вы представляете, чтобы соединиться, поговорить между собой, решить проблемы там языковые, скажем, еще какие-то, а вот все на свои средства. А что значит для оленевода приехать, значит, вот потратить такие огромные суммы, чтобы только дня 3 пообщаться со своими людьми? Я поэтому вот говорю о том, что просто есть необходимость включения вот этого подраздела, может быть, такой, даже пусть строчка будет, а оно должно отвечать концепцию устойчивого развития КМНС Северес, который еще был принят в 2009 году и подписан Путиным указ о программе развития коренных малочисленных народов Севера. Мы сейчас просто, я полагаю, что помочь этим людям немножко, это имеет очень существенную роль. И тем более, сами понимаете, насколько международный резонанс, вот даже вот эти вот дни, наши последние июньские, показали по языкам отношения, да? Поэтому, я думаю, будет даже плюсом, если там 2-3 строчки появятся в этой программе. Спасибо. Мы уже приступили... Сейчас, подождите. Мы уже приступили к выступлению. Вячеслав Петрович, сам. Просто краткую информацию вам дам. В принципе, по национальным программам мы совместно держим связь с Общественной палатой Российской Федерации. Надо сказать о том, что 3 июля, позавчера, прошла итоговая коллегия Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, и окончательно рассмотрели данную программу. И на нем принимал участие Александр Сергеевич Каченов, наш коллега, который к нам приезжал. И, он тоже доложил о тех проблемах, которые были. Но когда у нас после Улан-Удэ спросили дополнительные предложения, мы сказали в своих предложениях, которые мы им вручили, все указано, поэтому мы не стали тут много распространяться, и поэтому многие предложения учтены. И если вы читали данную программу, его нам отправляли, там практически наш Ленский мост, и вот этот южный вариант по Ленску, даже Усьмайская дорога, в принципе, сегодня весь набор вот там сидит. Но по финансам окончательного решения нету. Ну, видимо, сейчас правительство будет решать вопросы дальнейшего решения. И, как вы знаете, сегодня же правительством Российской Федерации принимаются дополнительные меры. Это, и по многодетным матерям сегодня этим семьям вопросы решаются по дальневосточному гектару, по ипотечному кредиту и так далее. То есть, подвижки определенные есть. Но в этом плане, я думаю, что общественность должна сегодня работать. Флешмоб сегодня продолжение ко всему. Я думаю, что мы должны вместе работать, потому что от общественности на Восточном форуме будут принимать участие представители Дальневосточной ассоциации общественных палат. Кстати, по-моему, нам на 3 приглашение поступило. Будем смотреть, там есть боязнь того, что связано с оплатой и так далее. Если будет все бесплатно, решат, в принципе, мы также должны принять участие. Поэтому, уважаемые коллеги, работа это продолжается. После приезда Шпектора, он по итогам поездки в нашу республику уже написал письма президенту Российской Федерации, выступил на
Совете Федерации. Значит, там тоже был разговор. Значит, отработал вопрос на уровне правительства, Министерством строительства и так далее, вот жилищно-коммунальное хозяйство. То есть он активно работает по нашим постановочным вопросам. Конечно, омрачило то, что вот статья в Тайга-Пост, по нему тут прошла разборка, значит, негативная, касающаяся общественной палаты. Позвонили с общественной палаты и спрашивали, в чем дело, как. Ну, в принципе, мы постараемся разрулить с тем, чтобы все было как положено, и постараемся тем, кто негативно относится, рассказать о тех делах, которые делает Игорь Леонидович. Спасибо. Так, Лена Павловна, пожалуйста. У нас это пленарное заседание. Так что подождите, после этого. Так, уважаемые коллеги, значит, я хотела вот выступить в каком ракурсе. Мы в течение года вот все с вами очень активно отработали по комиссиям своим, но я хотела отметить вот такую практику положительную, это участие членов общественной палаты на отчетах правительства. Вот я сама лично выезжала в Ваньякунский район и, слушая сейчас нашего основного докладчика, пришла к мнению, что есть обратная связь именно с властью, когда шли отчеты правительства, население озвучивало те какие-то болевые свои вопросы, которые уже годами, как говорится, не решаются, а на сегодняшний день мы уже знаем, что котельная на Ваньяконе уже она строится, что те касаемо там воды и так далее, то есть те вопросы актуальные, которые ставило население, отклик живой получило. Это первое, то, что я хотела сказать. И эти предложения уже, они, видимо, вошли в эту программу с учетом мнения. Второе, что я хотела сказать, в этом году, значит, у нас 4 члена общественной палаты нашей региональной приняли участие в университете Общественной палаты Российской Федерации. Это Прокопьев Александр, здесь вот он присутствует, Поплот Виктор Евгеньевич и Семенов Гаврил Иванович, и Иннокентьевич, и я. Значит, мы 4 человека от нашей республики представляют нашу региональную общественную палату. И у нас создана группа дальневосточников, то есть у нас в работе нашего обучения принимали участие тренеры. Кроме того, там экспертно выступил сам непосредственно зампредседателя общественной палаты Точенов. И был дан такой посыл, чтобы мы, в общем-то, общественная палата, я все заканчиваю, общественная палата республики, мы, в общем-то, уже распространяли вот эту работу на Дальневосточный федеральный округ. Поэтому первый шаг мы сделали, мы провели обучение общественных советов, и сегодня наш вот дорогой гость, наш эксперт Светлана Владимировна приняла участие, она была экспертом, поэтому хочу высказать пожелание, меня попросили предложение озвучить. На осень провести обучение с приглашением экспертов Общественной палаты Российской Федерации. Вот такое предложение. Хорошо. Спасибо. Чтобы в протокол это вошло. Так, мы сами все понимаем, что времени у нас мало, да, но в принципе Василий Романович нам представил очень такой, постарался осветить основные вопросы, но и, конечно же, мы сами знаем, ознакомливались с проектом национальной программы, так что я предлагаю принять решение к сведению информации Василия Романовича. А на сайте будет, да, извините, это вот ваша презентация где-нибудь? Или на нашем сайте, может быть? Ну, в принципе, Если вам надо, я вам Да. Хорошо, спасибо. Ну и второй пункт, давайте вот то, что Вячеслав Петрович сейчас предложил, он нам Вот уже сформулирует, да, продолжить работу. И вот 2 пункта у нас есть. У кого-то есть дополнительно какие-то предложения? Можно, да? Так, тогда давайте проголосуем. Кто за то, чтобы вот 2 пунктами принять решение по первому вопросу, прошу проголосовать. Прошу опустить. Против, воздержался, нет. Единогласно. Василий Романович мы отпустим. Спасибо большое. Вот, товарищ сидит, чтобы с вами поговорить. А мы приступаем. Общественной организации тоже, да, председатель А вы с ним, регионального отделения ветеранов.